А также воздержаться от попадания вовнутрь чего-либо имеющего объем, даже незначительный, как, например, кунжутное семечко. И даже если это было несъедобным, как, например, камешек, через открытое отверстие, например, через рот или нос. Пост нарушается, если это вошло в организм человека, то есть дошло до горла, глубже места выхода буквы Х, или попало вовнутрь живота, или желудка, кишок, пищеварительный тракт, или вовнутрь головы, несмотря на то, происходило переваривание пищи, например, в желудке или нет. Как, например, в мочеиспускательном канале, зная, что это запрещено, помня, что держит пост, и делая это по своему выбору. Значит, опять же, если попало внутрь через любое открытое отверстие, рот, нос, задний или передний проход, если через открытие отверстия что-либо попало, хотя бы в размере кунжутное семечко, то это нарушает пост. Когда мы говорим рот, это за предел буквы, место, где произносится буква Х. Например, взял камень во рту или что-либо во рту, играет им, но не глотнул, не попал за предел буквы Х, это не нарушает. Но если этот камень или семечко или что-либо попал или полоскал рот и что-то попал за пределами, где произносится буква Х, это нарушает пост. А через нос, если за предел аль-хайшум, аль-хайшум это верх носа. Вот здесь, когда мы воду берем, полоскаем нос в этой области, не нарушает. Но если человек специально сделал так, чтобы вода попала на верх носа, то есть называется аль-хайшум, это уже внутрь, это нарушает пост. И другие, например, свечи, клизма и так далее, все это нарушает пост. Через задний или передний проход, если попадает что-либо вовнутрь, через любое открытие отверстие, это нарушает пост. Например, бывает так, сложные виды пневмонии, где жидкости собираются в легких, что они делают им? Они отверстие открывают им, и жидкости. Если у него открыто, например, легкие открытие, и туда что-то засовывали, лекарства, это нарушает пост. Это уже открытое отверстие. Укол не нарушает пост. Почему? Потому что это не через открытое отверстие. Капли в глаза не нарушает пост. По поводу ушей есть разные мнения. Есть разногласия. Купаться через кожу пост не нарушается. То есть можно купаться в день поста. И так далее. Да. А тот, кто ел или пил по забывчивости, то его пост не нарушается, кроме проглатывания своей чистой слюны из полости рта. Это не нарушает пост, то есть, если слюна перед тем, как он ее проглотил, находилась у него во рту, а не за его пределами. В этом случае слюна должна быть чистой от наджасы, не смешанной с чем-либо другим. Потому что если человек проглотил слюну, смешанную с чем-либо другим чистым, или слюну, загрязненную наджасой, то его пост нарушается. Пост не нарушается, если вдыхать запах духов или бахура, благовоний, потому что при этом в организм человека не попадает какой-либо объем. Значит, пост нарушается опять же, если человек употребил внутрь что-либо, имеющее объем. Но опять же 3 условия. Если он знает, что это запрещено в день поста, помнит, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям учил, что если человек в день поста покушал по забывчивости, пусть дальше продолжит пост. Воистину Аллах даровал ему кушать в день поста, и пост примется. Или пил он по забывчивости. Получается, по забывчивости не нарушается. И по своей воле. То есть,
никто его не заставил пить или не заставил его кушать, то это нарушает пост. Значит, если человек глотнул свою слюну, которая из полости рта, чистая, ничем не запачканная, ни с едой, ни с наджасой, ни кровь, ни так далее, чистая слюна из полости рта, глотнул, это не нарушает пост, это можно глотнуть. Но когда сказано из полости рта, это означает, если слюна вышла на губы, это уже не рот. Или вот так разговаривал, слюна брызнул, а нельзя глотнуть обратно. Или на губы слюна попала здесь, нельзя облизывать и глотнуть ее обратно. Это запрещено. Во-первых, это харам даже не во время поста, а во время поста это нарушает пост. То есть свою слюну, если человек выплюнул ее и обратно глотает, это харам, это грех. И если во время поста, это нарушает пост. Точно так же бывает, слюна потекла у кого-то, нельзя ее обратно, надо ее вытирать. А если ее глотнул обратно, это нарушает его пост. Значит, из полости рта, который там, не за пределы рта. Также эта слюна, если чем-то запачкалась, наджаса, кровь потекла из десен. Если он глотнет, то это нарушает его пост. Если он эту слюну запачканная. Или, как мы говорили, непроизвольно вырвал, его слюна запачкалась наджаса, глотнуть эту слюну пачканной рвотой нельзя, это нарушает пост. Знаешь, полоскает рот и так далее. Это по поводу слюни. То, что, например, дым или дым от бахура, вы знаете бахур, вот это на костре кидают, и хороший приятный запах выходит, дымит. Этот дым не нарушает пост. Также духи, намазаться духами, нюхать приятный запах, не нарушает пост. Курение сигареты нарушает пост. Но когда мы сидим в одной комнате, где человек курит, который курит, пост его нарушается, а который рядом, их пост не нарушается. Так как они не желают курить, и это приходит до них, куда им деться. Значит, курение нарушает пост, но дым, когда ты находишься в комнате от бахура или кто-то чужой курит и так далее, наш пост не нарушается. Духи, приятные запахи и так далее не нарушает пост. Да. Пост нарушается при потере рассудка даже на мгновение. И также пост нарушается при потере сознания на целый день, то есть от рассвета и до захода солнца. Если же постящийся потерял сознание не на весь день, то его пост не нарушается. А также пост нарушается по причине отступления от веры. Если человек отступил от веры хотя бы на мгновение в дневное время, то его пост нарушается. Значит, есть еще несколько случаев, при которых пост нарушается. Потеря рассудка, то есть с ума сошел. Хоть на мгновение пост его нарушается. Если на мгновение, на 5 минут, на час человек с ума сошел, даже если после этого вернулся к нему разум, пост его нарушается. Первое. Второе. Потеря сознания на весь день. Потеря сознания от рассвета до захода солнца, его пост нарушается, не принимается. Но здесь надо предупреждать, если в день поста он с утра до вечера спал, но пост не нарушается. Он не потеря сознания, а просто спал. Конечно, это влияет на вознаграждение, потому что тем больше усилия делается при соблюдении какого-либо ритуала, тем больше сложностей, тем больше вознаграждения. Это на вознаграждение влияет, но не нарушает пост, если от рассвета до захода солнца человек спал. Его пост принимается, если он делал намерение. Также, если человек отступил от ислама. Вы знаете, мы с вами проходили в виде куфра, когда человек говорит какие-либо слова, или совершать какие-либо поступки, или приобретать какие-либо убеждения, из-за них он перестает быть мусульманином.
например, сомневается в Аллахе, в существовании Создателя, не мусульманин. Сомневается в том, что Аллах отличается от созданных. Думает, Аллах на людей похож или нет, не мусульманин, отступает от ислама. Или сомневается в истинности ислама, в истинности пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, сомневается в Коране и так далее, он перестает быть мусульманин. Он говорит, например, о халяле, харам, он считает то, что разрешенное в исламе, запрещенным, или наоборот, знает, что употреблять спиртные напитки это харам, он говорит это халяль. Он отступает от ислама, он уже не мусульманин. Это куфр в убеждениях. Он отступил от ислама по убеждению. Есть в поступках, например, делать наземный поклон идолам, или солнцу, или луне, или брать религиозные книги, или мусхаф, экземпляр Корана, и в мусорник кидать. Это поступок, который только от немусульман исходит. Поэтому он перестает быть мусульманином. И так далее. Это второй вид в поступках. Есть словесные. Словесные, как вы знаете, их намного больше. Ругать Аллаха, ругать религию ислама, говорить такие слова, как Аллах Баба, приписывать Аллаху, что Он Отец. Или говорит твои слова да Богу в уши, приписывание Аллаху уши, неверие такого. Или говорит, что Аллах где-то сидит, или имеет руки, глаза, уши, как у созданных. Он не верующий, он не верит в Аллаха. Если человек говорит какие-либо слова, в которых есть издевательство над исламом, над Аллахом, над посланниками Аллаха, над небесными книгами, над ангелами, над того, что возвеличено Аллахом, над намаз, пост, закат, хадж, или над того, что входит в наш шариат, например, использование сивака, или над Кааба, или над мечетями, и так далее, над ритуалами, это все неверие, отступает человек от ислама. Кто от него такое происходит в день поста, его день нарушается. Он должен немедленно вернуть в ислам, воздержаться от еды в этот день, а после Рамадана, сразу второй день Шавваль, он закрывает этот день в качестве долга.